все жители хутора находятся в трагическом состоянии. Он старше меня был на год, и это человек, который никогда ничего не сделал людям плохого. Он, вот, не знаю, я себя сравнивала вместе с ним и думала, господи, это человек, у него не было врагов, он занимался спортом, всегда был активный, он ездил везде со всеми, куда он со всеми соглашался, он всегда помогал. Мы недавно разговаривали с подругами о том, что вот сейчас парни погибают, учатся, допустим, или где-то их посылают туда. И то, что вот это будет связано с нами, даже никто и не подозревал. Сейчас вот похороны даже не могут организовать нормально, потому что его до сих пор не привезли уже несколько дней, его просто не могут сюда привезти. Просто вот родители тоже в шоке, и им даже, скорее всего, не разрешат на него посмотреть. А, по-моему, это у него младшая сестра, которая сейчас просто, я не представляю, как она держится. Родители хоронят своего сына. Кто точно не знает, никто. Говорят, еще двое в этом, Приморско-Ахтарске. А это все говорят. Ну, это сам отец говорил. Значит, у него есть какие-то сведения. Я слышал, что он и с удовольствием на контракт пошел. Да, с удовольствием пошел на контракт. Он служил в Ростове, потом перевелся в Приморско-Ахтарск и добровольно ушел